А вот основная задача госпрограммы, призванной защитить население от ЧС и проявления экстремизма, сохранить достигнутый уровень. Ее финансирование на следующий год сокращено практически на 10%. Впрочем, планы у специальных ведомств все равно оптимистичные. Ольга Коняева в этом убедилась. За 2020 год программа выполнена больше, чем на 2/3. На вооружение в пожарной части поступило 3 единицы современной техники. 97% территории региона обеспечено современными системами оповещения. Отряды Спаскоми провели 3000 операций по спасению людей. Это в том числе поиски на воде и в лесу. Большая работа проведена у нас в рамках обеспечения профилактики терроризма и экстремизма. На сегодняшний день выпущено порядка и заказано, и уже изготовлено порядка 34 тысяч наглядных средств наглядной агитации, которые будут разосланы в органы местного самоуправления, и они дойдут вплоть до жилых домов. Задержка произошла в обучении специалистов в связи с режимом коронавирусных ограничений, а также болезнью самих сотрудников. Пришлось переформатировать курсы в дистанционный формат. Контрольно-счетную палату Коми, а также депутатов заинтересовал вопрос стимулирования добровольных пожарных. Закон об их поощрении принят в регионе несколько лет назад, но заложенные на эти цели средства перераспределены по другим программам. Средства выделены в размере 765 тысяч рублей. Они сегодня освоены на 8 всего %. Вопрос к Сергею Михайловичу. Вы сказали о неких трудностях при разработке нормативно-правовых актов регулирования, стимулирования этой категории граждан. Сегодня, начиная от президента, все говорят о том, что мы должны быть ближе к народу, к людям, к жителям. У нас очень много в республике труднонаселенных пунктов. Что же, какие-то трудности все-таки 4 года мешают разработать этот нормативный акт? Деньги из республиканского бюджета выделять можно будет только через муниципальное образование, а не напрямую. Это первый вопрос. Второй вопрос. У нас, соответственно, когда мы столкнулись с разработкой данного нормативно-правового акта, по учету было 10 с лишним тысяч добровольных пожарных, которые по категориям не относились к пожарным, которые выполняли бы свои функциональные обязанности, а относились просто как в каких-то организациях есть какая-то группа, которая отнесена добровольным пожарным. Сейчас механизм стимулирования проработан, но поощрять добровольцев будут уже только в следующем году. В плане на 2022 и 2023 годы разработка проектно-сметной документации пожарного депо в Подтыбке, строительство пожарной части в Печорском поселке Каджиром. Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2021 год планируется в размере 1 421 миллион, что на 178 миллионов или на 11% меньше годового объема средств текущего года. Основное уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается по мероприятию обеспечения устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений, учебного центра и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Наполовину в госпрограмме снижены расходы на авиационные услуги при чрезвычайных ситуациях. Оптимизация, конечно, скажется на обновлении техники и систем оповещения. В этом плане главная перспектива – сохранить достигнутый уровень. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.